Увидеть больше чудных мгновений, чтобы вспоминать о них вечерами, проще всего с программой «Пушкинская карта». С ней происходят настоящие чудеса. К волшебному лукоморью, конечно, не попасть, зато на концерт любимых народных артистов легко. Творческий коллектив Госфилармонии имени Ахмета Хамхоева заряжает хорошим настроением на весь день. Послушать живую музыку сегодня пришли школьники Нестеровского. Фатима Измайлова приехала на концерт со своими одноклассниками и классным руководителем. Я пользуюсь Пушкинской картой впервые, и мне это очень понравилось, так как можно посещать любые мероприятия с помощью этой карты абсолютно бесплатно. На карту приходят бюджетные средства в размере 5000 рублей. И пластик открывает молодежи дверь в огромный мир культуры и искусства. Например, театры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры. Пушкинская карта выдается в 14 лет. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на приложении госуслуги, и ты можешь посещать любые представления. Сегодня я пришла по Пушкинской карте в первый раз. Мне очень понравился сегодняшний концерт, и я осталась довольна. В Доме культуры детям представили концертную программу «Согреем музыкой сердца». В репертуаре патриотические песни. С момента запуска программы «Пушкинской карты» все чаще в рядах зрителей видно юных ценителей прекрасного, отмечают артисты. Безусловно, приятно, что сегодня столько зрителей собралось на наше мероприятие. Безусловно, мы хотим продвигаться еще как можно дальше, но попытаемся сделать что-нибудь для нашей республики, поэтому мы решили устроить это мероприятие по Пушкинской карте. Программа «Пушкинская карта» запущена в 2021 году. Получить возможность пользоваться картой могут школьники и студенты до 21 года. Пользуется ли этой возможностью молодежь и есть ли желание у них посещать культурные мероприятия, можно узнать, заглянув в зал. Дети с огромным интересом наблюдают за происходящим на сцене, отложив все гаджеты. Для приобретения виртуальной карты нужно авторизовать ее в МФЦ. Загрузив на свой смартфон приложение Госуслуги «Культура», получаешь доступ к своей Пушкинской карте. Виртуальные денежные средства можно потратить в течение 1 года. И если их не израсходовать, сумма сгорает. У Исмины Ичеевой на балансе хватит денег на посещение еще нескольких культурных мероприятий. Сегодняшним концертом я осталась очень довольна. Я хочу почаще посещать такие мероприятия. Особенно мне понравился хор женской вокальной группы. Пушкинская карта действует по всей стране, в государственных и частных учреждениях культуры. В Минобре республики планируют увеличить число держателей пушкинских карт до 15 тысяч, вовлечь как можно больше учащихся в программу духовного и интеллектуального развития. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.